Здравствуйте, в эфире Зарема Мусаева. Вас приветствует канал Бирге ТВ с дайджестом наиболее важных на сегодня новостей. И сегодня в выпуске состоялись переговоры между кыргызской и узбекской стороной, избрана мера пресечения Кубанычбеку Джумалиеву, и передвижение троллейбусов можно увидеть в онлайн-режиме. Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов в Алматы встретился с премьер-министром Узбекистана Абдулой Ариповым. Одной из тем переговоров стали вопросы делимитации границ между странами. Как сообщили в пресс-службе правительства, стороны заявили о необходимости ускорения работы по юридическому оформлению оставшихся участков кыргызско-узбекской границы. Протяженность кыргызско-узбекской границы составляет 1378 километров, из них описано 1170 километров или 85%. Между Кыргызстаном и Узбекистаном существует 9 спорных территорий. Там нередко происходят конфликты между гражданами двух стран. По данным Государственной пограничной службы, за 2020 год зафиксировано 12 инцидентов на границе Кыргызстана с соседними государствами. На кыргызско-таджикском участке госграницы произошло 9 инцидентов, на кыргызско-узбекском 3. Премьер-министр Улукбек Марипов принимает участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы. Антикоррупционная служба ГКНБ 4 февраля задержала депутата Жогорку-Кенеша Кубанычбека Джумалиева по подозрению в коррупции. В пресс-службе ГКНБ сообщили, что выявлена устойчивая коррупционная схема с участием депутата и руководящего состава Министерства образования и науки при выдаче лицензии на образовательную деятельность Международному медицинскому университету. Джумалиев, являясь депутатом Жогорку-Кенеша, одновременно фактическим владельцем ММУ, путем оказания давления, используя свое политическое влияние в лоббировании законопроекта в сфере образования, незаконно получил лицензию на право ведения образовательной деятельности, сообщили в ГКНБ. Кроме этого, сообщается о фактах незаконного обогащения, легализации преступных доходов и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны Джумалиева и аффилированных с ним лиц. По данным ГКНБ, установлено порядка 78 объектов недвижимости различных компаний, в том числе торговые центры Таатан, Гоин, образовательные медицинские учреждения, гостиницы, месторождения полезных ископаемых, телерадиокомпания, металлургический комбинат, принадлежащий Кубанычбеку Джумалиеву, его родственникам и аффилированным лицам. Первомайский районный суд избрал ему меры пресечения в виде заключения в СИЗО ГКНБ на период следствия до 4 апреля. Бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов стал фигурантом еще одного уголовного дела. Об этом сообщает Генеральная прокуратура. По ее данным, бывший чиновник подозревается в нанесении многомиллионного ущерба государству, бытность его работы главой Международный аэропорт Манас. По версии следствия, Албек Ибраимов нанес государству ущерб 893 миллиона сомов. Кыргызская транспортная прокуратура выявила незаконную коррупционную схему должностных лиц Международный аэропорт Манас по предоставлению льгот иностранной компании Gata Airlines для осуществления международных рейсов и перевозки грузов. Следствие считает, что льготы были представлены незаконно. По данному факту уже арестован бывший глава дирекции аэропорта Нурсултан Белеков. Рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности бывшего председателя Совета директоров Международного аэропорта Манас Албека Ибраимова, бывшего президента компании Эмира Чукуева и других ответственных работников открытого акционерного общества. В аэропорту Бишкека задержан иностранный наемник. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. 3 февраля 2021 года органами ГКНБ в рамках проводимых контртеррористических мероприятий, направленных на пресечение каналов переправки рекрутов в зону вооруженных конфликтов, иностранный гражданин, который пытался вылететь через аэропорт города Бишкек за пределы Кыргызстана путем использования поддельных документов, говорится в сообщении ведомства. Задержанный взят под стражу, ведутся следственные мероприятия. В приложении Тулпар теперь можно узнать, где едет троллейбус или автобус в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. По ее данным, теперь можно следить за своим автобусом и троллейбусом в режиме реального времени и заранее планировать маршрут. Чтобы отследить транспорт, необходимо скачать приложение Тулпар, создать личный кабинет, затем пройти в раздел «Маршруты» и выбрать из списка нужный номер. Для корректной работы необходимо стабильное интернет-соединение. Цифры на карте обозначают количество остановок в указанном районе, отметили в мэрии. В муниципалитете добавили, что новая функция запущена только на этой неделе и работает пока в режиме отладки. И попросили горожан опробовать нововведение и оставить отзыв о работе приложения на наших страницах, в соцсетях и мессенджерах. В случае возникновения вопросов или проблемы с приложением Тулпар можно звонить на номер горячей линии 0312 58 20 00.
На этом у меня все. Далее продолжат международные новости с Армурасом Аскаровым. Главные новости мира на сегодня. Здравствуйте. Украина экстренно обратилась к Белоруссии из-за аварии на электростанциях с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий, произошедших на 2 электростанциях. Объем поставок составит 500 мегаватт. Запрос на предоставление электричества поступил в компанию Белэнерго, которая является контрагентом украинской стороны. 2-3 февраля произошло отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС. При этом за последние аварии сопутствовал пожар на подстанции. Решить возникшую проблему внутренними ресурсами не удалось, в связи с чем потребители центральной части Украины столкнулись с определенными трудностями. США заставит Россию платить за свои действия, заявил президент США Джо Байден, выступая в Госдепартаменте с программой речи по внешней политике. Я ясно дал понять президенту Владимиру Путину, в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России, вмешательства в наши выборы, кибератак, отправления своих граждан прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа, сказал он. Москва в прошлом не раз опровергла все озвученные Байденом обвинения. Американский лидер добавил, что США будут более эффективны по вопросу России во время работы в коалиции с партнерами-единомышленниками. В селе Теличики Олюторского района спасатели вытащили 15-летнего мальчика из-под снежного завала. Подросток выкопал туннель на склоне сопки, но в один момент снег накрыл ребенка. Специалистов вызвали проходящие рядом очевидцы. Спасатели вызвали школьника из снежного плена и передали врачам. Состояние юноши оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что снег сейчас на севере Камчатки несколько дней идет снег, что может привести к сходу лавин даже с небольших склонов. Ну на этом у меня все. С вами был Бригет ТВ. Подписывайтесь на наш канал, переходите в наши социальные сети. Далее будет прогноз погоды. До скорых встреч!